Эти кадры – одни из немногих, сохранившихся по большому счастью. Поэтому они повторяются во многих фильмах-воспоминаниях. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Звезда Тани Юн взошла на небосклон киноискусства с невероятным светом. Еще немного и могла бы зажечь, увлечь за собой многих других, больших и малых, чтобы выросло целое созвездие. Но не у всех хватило сил смотреть на яркий свет. Кому-то очень не терпелось его погасить. Щедрая присурская земля с ее густыми лесами, полноводная Сура, насыщенная трудом жизнь, неизменно связанная с песнями и соблюдением чувашских народных традиций и обрядов, дают пищу телесную и духовную. Эти истоки споили и вскормили Тани, как называла дочурку, ее мама Ксения Федоровна. Никто из ближнего окружения не мог предположить, что ее ожидает такая судьба – первая чувашская киноактриса, артистка драматического театра, драматург, переводчица, мемуаристка. За моей спиной находится то место, где родилась Татьяна Бурашникова, первая чувашская киноактриса Таня Юн. 28 января 1903 года в деревне Чербай Балдаевской волости Ядринского уезда родилась наша первая чувашская киноактриса. В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения Тани Юн. Самым главным ее желанием было учиться. Училась в Персерландской, Большесундырской, Курмышской школах, а затем в школе второй ступени, бывшем реальном училище в Ядрине. Увлеклась самодеятельными постановками местного драм-кружка в Ядрине, в которых принимал участие будущий народный артист СССР Николай Мордвинов. Позже она вспоминала: «Я начала сходить с ума, у меня появилось огромное желание играть на сцене». В этом здании с 1 сентября 1911 года по 20 апреля 1916 года училась Таня Юн с 9 до 13 лет. Столетие окончания в 1916 году 20 апреля установили памятную плиту Тани Юн. Свой творческий путь актриса начала в селе Балдаево на сцене Народного дома Балдаевской волости. Постановка спектакля по пьесе Ефремова «Куян-Карук» в 1920 году. В то время она училась в Ядринской школе второй ступени и уездным отделом образования была направлена на свою родину в село Балдаево для работы по ликвидации безграмотности среди крестьян. Спектакль «Балдаевский драм-кружок» под руководством Татьяны Бурашниковой показал и в городе Ядрин. Этот драм-кружок затем подготовил также постановку драмы «Крестьяне». Мы, ядринцы, никогда не забывали о нашей замечательной землячке. К 110-летию со дня рождения Тани Юн в 2013 году Ядринской центральной библиотекой был реализован проект «Мост дружбы и любви Чербай-Кошкино-Тимбаева». Этот проект был удостоен гранта главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Как дальнейшее развитие данного проекта было запланировано изготовление на спонсорские средства памятной мемориальной доски на здании Балдаевской школы Ядринского района, в которой началось театральное творчество Тани Юн. С киноленты экрана вдруг пришпоришь коня взглядом женски печальным, разволнуешь меня.
всполохнутся ресницы. Ты продолжишь полет в явь, ворвешься, как птица, в сны, где память живет. Сейчас и вправду кажется, что в жизни Тани Юн абсолютно все происходило по воле случая. В театр она влюбилась с первого взгляда. 1922 год. Тогда еще инструктор физкультуры Татьяна Бурашникова просто пришла посмотреть спектакль «Савза». Но эта постановка круто изменила ее судьбу. Во что бы то ни стало, она решила поступить в театральную студию. Уже тогда талантливую ученицу заметил видный режиссер Иоаким Максимов-Кошкинский. Он не только зачислил ее в труппу своего театра, но и стал спутником жизни. А с этого момента карусель судьбы Татьяны действительно набирает невероятную скорость. В те годы в Чебоксарах кинотеатра не было, и картины показывали в нашем театре. Я не пропускала ни одной картины, а многие смотрела по несколько раз. В особенности, когда играла итальянская известная актриса Франческа Бертини. Я смотрела на ее игру и думала, а вот бы и мне стать киноактрисой. Мечтала стать киноактрисой, а сама боялась своей мысли, своей мечты. В организации чувашского кино большую роль сыграла Татьяна Степановна, наша кинозвезда Тани Юн. Она, как актриса, впервые сыграла роль матери в «Волжских бунтарях». Хорошая роль была, трагическая роль. В остальных картинах «Сарбеге», «Черный столб», «Вихрь на Волге», «Опайка», «Священные рощи» и «Осту» она играла ответственные ведущие роли и пользовалась большим успехом у зрителей. Она сразу стала любимицей зрителей. Мастерство и популярность Тани Юн росли от фильма к фильму. Карьера актрисы развивалась успешно. Фильмы с ее участием демонстрировались с успехом не только в СССР, но и за рубежом, а саму Тани Юн даже сравнивали с Любовью Орловой. Критики разных времен сходятся в одном: созданные Тани Юн образы обладали большой внутренней силой, способной проявиться ярко и эмоционально. Чувашия в те годы была единственной автономной республикой со своим собственным кинопроизводством, но после 30-х годов студии пришлось влиться в большое творческое объединение «Восток кино». И как самостоятельная организация она прекратила свое существование. В 1937 году Максимова-Кошкинского репрессировали. Тани Юн, как жену врага народа, сняли с работы и уволили из состава Чувашского государственного академического театра. Вскоре ее выселили из квартиры. Значит, ее оклеветали в чем? Она, когда принимала участие в спортивных соревнованиях в Москве, она получила кубок. Этот кубок она потом продала, денег не было, продала, купила материал на пальто. И сшила пальто красивое, носила, красиво ходила, красиво одевалась. И жалоба поступила в том, что это пальто ей подарили японцы, что она японская шпионка. Представляете? А жалобы потом поступили, она потом уже выявила, что это соседи даже по квартире. Хотели, чтобы вы их вышить, и потом в этой квартире жить. Но на самом деле так получилось. Арестовали сначала супруга. Из допроса 1 декабря 1937 года. Вы арестованы за связь с обвиняемым в пользу японской разведки Шубусинни Васильевым и за способствование укрывательству контрреволюционной буржуазно-националистической деятельности вашего мужа. Тани Юн была осуждена заочно по статье «Контрреволюционная деятельность» сроком на 8 лет. Она писала письма жалобы с просьбой пересмотреть дело, спрашивая «За что?». Письмо Иосифу Сталину написала даже ее 8-летняя дочь Изида, отправленная к родственникам в деревню. «Многоуважаемый наш учитель Сталин,
Войдите в мое бедное положение. Отроду мне 8 лет. Моего отца арестовали как уже 7 месяцев, и я не знаю за что. И через некоторое время арестовали маму. Из-за этого я осталась сиротою. Товарищ Сталин, не покинь меня на произвол судьбы. Жду ответа. 15 января 1938 года. Но ответа Изида не дождалась. Только в январе 1940 года, рассмотрев жалобу и архивно-следственное дело Тани Юн, отменили постановление как неправильное и освободили из-под стражи со снятием судимости. Освободили и мужа, как невиновного. Как яркая творческая личность, конечно же, и ее коснулись моменты негативные истории Советского Союза. Это не могло не произойти. Ну а самое главное, то, что мы сегодня делаем, отдавая дань памяти, я хотел бы верить в это и рассчитываю, что во многом зависит именно от нас. Это нужно, конечно же, в первую очередь нашим детям, чтобы на этом примере, наглядном примере, у нас была реальная возможность воспитывать их. Практически все фильмы кинохроники, созданные ими, были уничтожены. Пленки просто вывезли и сожгли как ненужный хлам. Вот почему мы сегодня лишены возможности посмотреть их. Из всех фильмов, в которых снималась Тани Юн, сохранились только «Священная роща» и первая часть фильма «Ял. Вихрь на Волге». Их копии сегодня хранятся в Госкиностудии Чувашкино и архиве электронной документации Чувашской Республики. Но несмотря на то, что уже прошло 90 лет со дня выхода первых чувашских фильмов на экраны страны, наш народ продолжает любить первую киноактрису республики. Гордится ею как одной из самых выдающихся деятелей национальной культуры. Мы гордимся выходцами Ядринского района, достигшими высоких результатов и в спорте, и в кинематографии, в искусстве, в культуре, в сельском хозяйстве. Это имена, которые мы помним, знаем, и люди, глядя на которых, мы можем достичь хороших целей и хороших результатов. Многие выпускники наших школ выбирают профессию актеров, работают в театрах Чувашской Республики, участвуют в Чувашском драматическом театре. Есть наши актеры, наши выпускники. То есть дело Тани Юн продолжается. В 2018 году, год 115-летия со дня рождения Тани Юн, запланировано в районе очень много мероприятий и на уровне учреждений культуры и образовательных учреждений также. Готовятся выставки, проводятся литературные часы и также литературные постановки. Очень много было мероприятий в Персиланском сельском поселении, откуда она родом, и также в Ядринском районном доме культуры. Молодежь тоже помнит и чтит ее. Сам образ ее влияет, конечно, положительно влияет на патриотическое воспитание молодежи, духовно-нравственное. Дети, молодежь, девушки, мальчики, юноши тоже стараются походить на нее, брать с нее пример и тем самым приобщаются к искусству. В наше время молодежи очень важно сохранить и понять ценность семейной жизни. Для нас их отношения с мужем, основателем первого чувашского театра, наверное, являются примером воспитания семейных ценностей. И наше подрастающее поколение, наша молодежь тоже пример берет
с нее. У нас открыта в районе театральная студия, в которой занимается огромное количество детей. Я занимаюсь в краеведческом кружке. Мы в этом кружке изучали о Тане Юн, биографию, где она жила, училась и как начинала свою творческую деятельность. Таня Юн – женщина необыкновенная, и она является образцом несгибаемой воли, жизнеутверждения, целеустремленности. Мне порой кажется, что мы даже недооцениваем. Может быть, попозже, через какое-то, может, десятилетие, на Таню Юн, наверное, будет смотреть еще с другого ракурса, более широкого, и понимание ее жизни и творчества будет, наверное, более глубоким. Я очень рада тому, что благодаря этой женщине прекрасной в нашей школе приезжают очень много достойных людей, почитающих, уважающих ее. И вся школа выстраивается каждый год именно в те морозные дни перед школой, перед ее мемориальной доской. И вновь звучат добрые слова в адрес Тани Юн. Она до сих пор является первой и единственной киноактрисой из Чувашии, которая имеет мировое значение. Пока на сегодняшний день никто из наших современных актрис не может похвастаться тем, что они сумели выйти на мировой уровень. В 1972 году всемирно известный кинорежиссер Акира Куросава снимал фрагменты советско-японского фильма «Дерсу Узала», а точнее «Ледоход на реке Сура», недалеко от места рождения Тани Юн. Жители колхоза имени Тимирязева приняли участие в съемках фильма со своими лошадьми. Дело Тани Юн живет на Цурской земле. Киноискусство, как величайшее средство духовного воздействия на людей, прошло огромный путь. Великий немой сменился звуковым, вместо черно-белых появились цветные, вместо плоскостных – объемные, привычными стали широкоэкранные и широкоформатные, появилось телевидение и интернет. Но черно-белые кадры немого кино хранят для нас и будущих поколений улыбку и очарование молодой и красивой женщины в национальных чувашских костюмах, первой чувашской киноактрисы Тани Юн. Совместно с администрацией города и депутатским корпусом приняли решение включить ее в резерв по наименованию одной из улиц города Чебоксар ее именем. Я думаю, в ближайшее время в городе появится улица с названием Тани Юн. И это будет прекрасный подарок не только родственникам этой прекрасной актрисы, но и всем жителям города Чебоксар.